Абьюз — это не только про отношения партнеров, а тут такое кричит на вас сверху. Ну ладно, так уж и быть. Любой может уйти в депрессию, закрыться. Вы все бестолковые, пункт за пунктом, пункт за пунктом. Ты сидишь дома с детьми и тупеешь, что у партнера могут быть большие ожидания, это виноваты звезды и листья, воздух. Всем здравствуйте! Наконец-то я созрела для длительного видео, и мне хотелось бы начать эту тему про абьюз. Абьюз — это английское слово, в переводе означает плохое обращение, оскорбление, насилие. И это насилие, которое может проявляться как эмоциональное, психологическое, физическое, финансовое и даже иметь форму насилия сексуального характера. И первое, мне хочется рассказать, про что я буду говорить сегодня. Первое — это про то, с чего начинается абьюз и на что важно обратить внимание. Второе — абьюз — это не только про отношения партнеров. Третье — что обычно говорят люди, которые в контакте с абьюзером, и как они оправдывают это поведение. Четвертое — какие слова говорит абьюзер. Слово «абьюз» вызывает очень страшные ощущения, потому что абьюз начинается с простого обесценивания при разговоре с человеком. И это маленькие красные флажки, на которые нужно обратить внимание. Когда мы говорим партнеру, что то, что ты делаешь, это абьюз, конечно, это может пугать, и представление о себе может быть чем-то таким большим и жестоким. Но на самом деле здесь важно четко понимать, что значит абьюз. Что это означает? Из чего начинается абьюз? Когда вы только начинаете взаимодействовать с другим человеком, безусловно, каждый из вас будет демонстрировать хорошую сторону, и вы не заметите с первого раза теневую сторону. И, например, если взять начальника, да, который пригласил вас на интервью, он не покажет свой характер, так как его первая цель — это найти человека, который будет выполнять все функции, обязанности в организации. Когда вы встречаете партнера, партнер, конечно, тоже заинтересован в том, чтобы выбрать пару. Абьюз начинается тогда, когда начинаются мелкие споры, несогласия при конфликтных ситуациях, и все это начинается с маленького раздражения. Это похоже на то, как хочется переделать другого человека. Это про то, как есть определенные ожидания и требования, которым нужно соответствовать. Но эти ожидания и требования на первых встречах не обсуждаются и не оговариваются. И первый признак, на который стоит обратить внимание, это обесценивание. Обесценивание, которое в принципе может звучать как забота, но если это повторяется многократно, конечно же, это может быть признаком того, что начинаются какие-то нездоровые отношения. Я более подробно объясню позицию абьюзера с точки зрения треугольника Карпмана, если мы успеваем, либо это будет новый выпуск, поэтому, если вам интересно, пожалуйста, поставьте свои лайки, подписывайтесь по возможности, потому что я вкладываю очень много сил и труда для того, чтобы реализовать данный выпуск, и мне очень хочется, чтобы вы мой труд не обесценивали. Это огромная работа, и мне очень хочется видеть вашу поддержку. Спасибо. А как звучит обесценивание? Например, обесценивание в организации может звучать так, что вы все бестолковые, где все вы учились, за что вы получаете зарплату, как вы можете дома спать спокойно, неужели у вас не болит душа, неужели вы не думаете про зарплату сотрудников, как вы можете так спокойно ходить, когда у компании столько проблем. И это лишь часть того, что может звучать абьюз со стороны руководителя. И здесь можно видеть про то, как очень много перекладывается ответственности, что якобы зарплата зависит от сотрудников, или за что вы получаете зарплату, это не про взрослую позицию. Обычный сотрудник не устраивался на работу, чтобы отвечать за зарплату других сотрудников. Если психологически, по-взрослому, по-здоровому говорить, то руководитель несет ответственность за организацию сам, и сотрудники лишь выполняют свои должностные обязанности, которые прописаны в договоре.
Если они, сотрудники, не справляются, руководитель может увольнять, предупреждать о том, что если не будет сделано это, то нам нужно попрощаться. Да? Если говорить про абьюз, обесценивание между партнерами, то можно очень часто слышать: ты недостаточно хороша, ты меня не уважаешь, у тебя некрасивая фигура, ты говоришь странным голосом, у тебя короткие ноги, ты не развиваешься, ты неуспешная, ты не наравне со мной, ты сидишь дома с детьми и тупеешь, ты такая, да, и обратную сторону женщина может тоже это самое говорить и мужчине. Если по-здоровому разбирать все эти реплики, можно увидеть, что у партнера могут быть большие ожидания по поводу того, как партнер должен выглядеть, как он должен вести себя, что он должен говорить. И она должна говорить, да, например. И это определенное представление, каким должен быть другой человек. И опять-таки это не про взрослую позицию, это немного про инфантильную позицию, когда вроде бы взрослый человек, но требует и топает ножками, требуя мгновенных изменений в партнере. Откликается? Тогда ставьте лайки, и я продолжаю. Очень важно на этой стадии уметь давать отпор, конфронтировать, защищать себя, приводить факты, что вы не согласны с тем-то, говорить о том, что вам некомфортно так, или говорить, что мне комфортно так, говорить от формулы «я чувствую давление» и «давай договоримся о том-то, о том-то». И если вы видите в организации, например, да, вас не слышат, то я думаю, что это сигнал о том, чтобы задуматься о смене компании. Если вы замечаете, что партнер вас не слышит, то это тоже, возможно, сигнал, что нужно задуматься, как быть дальше. Если подытожить, в первом пункте я рассказывала про то, с чего начинается абьюз, и переходим во второй пункт. Абьюз — это не только про отношения партнеров. Абьюзерами могут быть знакомые, друзья, коллеги, учителя, сосед, родственников, кто угодно. И на месте жертвы тоже может быть кто угодно. Если говорить про соседа, сосед-абьюзер может быть таким доставучим соседом, который может вас обвинять в том, что вы нанесли какой-то урон дому, что вы мешаете жить ему спокойно, что вы причина недосыпа соседа, что вы не так ходите, не так встаете, не так закрываете дверь. В общем, очень много претензий без основания, без фактов. То есть, подытоживая второй пункт, абьюзером может быть любой. Сосед, родственник, партнер, друг, знакомый, коллега, родители. Очень часто мы видим в культуре нашей казахской, да, когда свекровь может очень сильно доставать невестку, требуя от нее зарплаты, комментируя ее поведение, что она не так чай наливает, что она не так делает оливье. То есть везде есть указания, везде есть давление про то, что что-то с ней не так, что как будто бы невестка должна всячески поклоняться свекрови, несмотря на этот вид насилия. И, кстати, среди друзей может быть тоже такой вид абьюза, когда кто-то без запроса может комментировать, оценивать вашу жизнь, вашу личность, ваше поведение. Например: «Ой, тебе не идет это платье, тебе не стоит общаться с теми людьми, ты потолстела, с тобой вечно проблемы, ты не умеешь шутить». Возможно, вы узнаете кого-то из своего окружения. А сейчас хочется остановиться на психологическом абьюзе, который бывает в начале отношений. Это часто знакомые эмоциональные качели. Это нарушение границ, это контроль, это ревность, двойные стандарты, эгоцентричность. Например, эмоциональные качели — это когда есть давление, когда вроде бы все хорошо, но в конце могут быть оскорбительные слова, упреки, критика в вашу сторону, которые ничем не обоснованы. Это могут быть также обвинения в вашу сторону, что вы не такая, как все, или не такой, как все, и вы должны обслуживать мир другого человека. А контролем может быть, когда у вас, грубо говоря, держит под прицелом 24/7, требует от вас отчета, требует от вас детальных
разборов, что было у вас в прошлом, допустим, расспрашивать про прошлые отношения и потом манипулировать вами в сегодняшнем дне. И это также является нарушением границ, так как прошлое – это прошлое, там мертвая энергия, туда вернуться невозможно, но абьюзер может подтягивать всю историю из того, что произошло в прошлом, на сегодняшний день. Что вы, оказывается, не такая, не так себя ведете с предыдущим, не так вели себя с предыдущим партнером, и сегодня вы проживаете с нынешним партнером не так, как хотелось бы, да? И ревность можно замечать в любых деталях, чтобы вы удалили контакты с телефона, чтобы вы отписались от другого человека, чтобы не мешать проживать текущую жизнь. Это может быть также запрет на общение с другими, реакция на всех, кто может проходить мимо, нечаянно, кто-то может что-то сказать, не так посмотреть. То есть все это может вызывать давление в форме ревности. И теперь хочется немножко рассказать про то, как звучат такие слова некоторых женщин, которых я встречаю на консультациях, которые всячески оправдывают поведение абьюзера. Например, женщина может говорить: в нем два разных человека. На самом деле он не хотел меня обидеть, он просто потерял контроль над собой. И у меня такое чувство, что ему не нравится все, что я делаю. Он меня напугал несколько раз, но он никогда не обижал наших детей. Он замечательный отец. Сначала он грязно обзывает меня, и через час ему нужен секс. Он любит меня. И эта фраза напоминает фрагмент из фильма «Большая маленькая ложь», где одну из главных ролей играет Николь Кидман. И вот как раз-таки она говорит также про своего мужа, что он замечательный отец, он может меня пугать и пугать детей, и потом у нас классный секс. То есть он очень успешный, они очень красиво живут, в красивом доме, дома идеально все чисто, красиво, да, жена красивая, дети обуты, сыты, и все очень здорово смотрится в этом фильме, и режиссер показывает красивую картинку, но внутри есть проблема. В этой картинке очень важно, чтобы вы увидели, как режиссер показывает развитие абьюза. Николь Кидман живет с ощущением весь этот фильм, что что-то не так, и в то же время приглушает все это хорошим сексом, и как будто бы конфликт стирается и начинается новая жизнь. И после сближения в фильме с другими героинями Николь Кидман начинает слышать со стороны другой женщины разговор матери-одиночки, которая рассказывает про свой опыт абьюза. И вот тогда Николь Кидман начинает замечать, что что-то похожее творится в ее жизни. Но не буду все детально рассказывать. Если будет время, посмотрите. А я продолжаю говорить о еще некоторых таких оправдывающих моментах, которые я слышу, как женщина может говорить. Он просто потерял контроль, потому что он устал на работе. Он чувствует себя таким незащищенным, потому что он рос без родителей. Его мать жестоко обращалась с ним, и теперь он обижен на всех женщин и вымещает эту обиду на мне. Он часто расстраивается из-за своего бизнеса. Ему необходимо просто немного побыть наедине, нужно его поддержать и так далее. Или же мужчина может сказать, что у нее были не самые хорошие отношения, поэтому она так защищается и так ведет себя, и это ее защитный механизм. Я думаю, что я достаточно много рассказала про то, как звучат эти слова оправдания. Я тут не призываю к тому, чтобы сразу расставаться, паковать чемодан. Я к тому, чтобы вы учились распознавать эти слова и учились говорить о них в более экологичной форме, для того, чтобы вы учились коммуницировать и взаимодействовать по-другому. Так как каждый раз слышу о том, что жертва начинает верить и сомневаться в своих действиях, и любой может уйти в депрессию, закрыться, любой во всей этой истории может копить огромный гнев, который может взорваться как бомба в любой момент, да. И
важно учиться выражать этот гнев правильно, не упрекая и не обвиняя другого, и говорить только о себе, о своих чувствах. Давайте перейдем к следующему вопросу. Это тревожные звоночки. В первый момент, в период свидания, абьюзер, как правило, красиво за вами ухаживает, он очень старательный, он может говорить вам такие вещи, как «мы очень подходим друг к другу». Как психолог могу сказать, что за один день, за одну встречу очень сложно такие оценочные вещи говорить, так как это просто знакомство, где вы рассказываете о себе, и другой рассказывает о себе. Вы просто знакомитесь. Вы можете говорить просто, что здорово, что у нас совпадают интересы конкретно там в музыке, например. К сожалению, женщины, которые недостаточно знают себя, могут сильно уйти в фантазию и, возможно, начинают терять голову. И тогда это наживка для абьюзера и для его манипуляции. Есть еще такая фраза «я хочу все время быть с тобой». Это утверждение вызывает огромное сопротивление, так как чувствуется, что есть намек на прилипчивость, на слияние, на симбиоз. Может, вы и слышите какие-то успешные истории, которые прям так сразу поженились с первого знакомства, они поняли, что принадлежат друг другу. Это классно, когда оно, правда, идеально так срабатывает, но на самом деле это не то, на что необходимо обратить внимание. Нужно разделять все эти вещи. Есть еще такая фраза «я ради тебя готов на все» или «готова на все». Сложно оценить на словах, кто на что готов. Во-первых, нужно время для того, чтобы проверить эту теорию. Во-вторых, необходимо смотреть за действиями человека. Так как сегодня мы видим, что в сети очень много курсов, где обучают, как можно закадрить мужчину или женщину. И используются очень разные техники и методы для того, чтобы определенным образом говорить, чтобы заполучить внимание другого человека. Иногда даже, грубо говоря, затащить в постель пытаются люди, да? Так что, дорогие женщины и мужчины, обратите внимание на то, как в такие моменты идет ощущение чрезмерного поглощения, необоснованных зефирных комплиментов, например, и нездорового слияния. Еще бывает такое, когда женщина и мужчина говорят о том, что вы не похожи на других, с которыми они ранее встречались, что вы единственная, первая, кто так хорошо относится, или другие его не понимали. Может возникать такой соблазн усилить эту силу, чтобы доказать, что вы точно не такой или не такая, чтобы быть особенной в этих отношениях, в глазах этого партнера. Еще бывает, когда мужчина часто говорит, например, «Теперь ты можешь уйти с работы, и жить мы будем на мои средства». Еще бывает так, что «я помогу тебе подготовиться к экзамену, чтобы ты могла получить эту должность». Эти две последние фразы могут звучать очень по-доброму и заботливо. А сейчас я говорю в рамках темы абьюза, где идет манипуляция, с целью которого, как бы захватить ваш весь мир, чтобы управлять вами. Конечно, в нашей культуре, да, большинство мужчин берут на себя ответственность заботиться полноценно о партнере финансово. И, в принципе, во многих семьях воспитывают женщин так, чтобы мужчина на себя брал большую часть финансового вопроса на себя. Здорово, если так случается и если это обоюдно. Но опять же повторюсь, чтобы сейчас не было такого осуждения в мой адрес, я сейчас говорю в рамках темы абьюза. Знаете, еще хотелось бы тоже обратить внимание на то, что абьюзер не всегда выглядит жестоким. Иногда он может выглядеть таким спокойным, тихим человеком в социуме, да, и мне сразу вспоминается образ Майкла Джексона. Да простят меня сейчас фанаты, я не ручаюсь и не знаю всей правды, и тем не менее, если просто образно представить, что насилие на самом деле происходит, и весь этот фильм не снят там ради денег, популярности участников, да, героев в этом фильме после смерти певца, то мы видим такого ангелочка, который никого никогда не обидит. Это просто простой пример, чтобы вы понимали, что абьюзер не всегда про такого жестокого человека,
которого мы представляем. Да? Это может быть тихий с виду, иногда вообще может просто выглядеть как человек-невидимка, да, он незаметный. Теперь вернемся про тревожные звоночки. Мы можем замечать, как неуважительно могут отзываться о прежних партнерах этих абьюзеры. Они могут жаловаться, говорить, какими они были плохими. Наверное, вы такое встречали и видели. Еще такой звоночек – это когда люди проявляют неуважение, да, унижение, высмеивание вашего мнения. Может звучать грубость. При посторонних людях они особенно могут там использовать сарказм. И могут быть очень много сравнений, что вы не такой Геракл, что вы не такая богиня. И это все фантазия абьюзера. Еще один звоночек – это когда вам делают одолжение, типа, ну ладно, так уж и быть, я это сделаю, я заплачу за твой билет. Иногда без спроса чрезмерно могут вас одаривать подарками, без причины, часто настойчиво это делать за вас, какие-либо обязанности, да. И это все делается для того, чтобы постепенно человек терял свою уверенность, силу. Он начинает сомневаться в себе, что он не способен что-то делать без вот этого партнера. Делать какие-то покупки, да, то есть это ограждение от социума. И жертва начинает думать, что без этого человека он или она не способны, там, не знаю, болеть, жить, существовать и так далее. И все это используется против жертвы. Еще один звоночек – это контроль. Например, первое свидание. Они все такие волнующие, веселые. Девушке приятно, что весь вечер расписан, что они там будут там-то ужинать, туда-то пойдут, в кино. Поначалу девушке кажется, что это все круто, что все так заранее планируется. Но потом девушка может замечать, что мужчина вообще не обращает внимания на то, что девушка на самом деле хотела бы. То есть не учитывание ее мнения, да. Он все решает за нее и выбирает все по своим интересам. Мужчина может раздражаться, если девушка не хочет делать так, как он хочет. И это еще один звоночек. Еще один пример – это контроль, который незаметно начинается. Это когда, как я вначале говорила, да, начинается замечание и комментарии по поводу вашей одежды или внешнего вида, что вы недостаточно привлекательны или слишком сексуально одеты и так далее. Также могут быть высказанные негативные мнения о вашей семье или о ваших друзьях, подруг, и начинается давление на то, чтобы вы проводили больше времени с этим человеком. Еще другой звоночек – это когда он никогда ни в чем не виноват, и все, что происходит неправильно в этой жизни, все так задумано богами. Это виноваты звезды, листья, воздух, и это начало качель. И можно эксплуатировать вашу терпимость всячески. А когда вы взорветесь, вас могут обвинить в ненормальности. Или иногда мужчина и женщина начинают жаловаться на то, что у них нет денег. Все валится, что им срочно нужны деньги, и тем самым они могут использовать партнера для того, чтобы чужими руками заполучить денежные средства. Но и самое неприятное, когда люди могут исчезнуть с полученными средствами. Еще один красный флажочек – это эгоцентризм. Вначале это может не сильно проявляться, но можно прислушаться, можно слышать, как много разговоров о человеке и только о человеке, о его жизни, но не про вас. То есть нет проявления интереса в вашу сторону. Я не буду далеко уходить, так как это может быть расстройством нарциссической личности, поэтому переходим на следующий маркер. Это потребление наркотиков, алкоголя, психотропных веществ, после которых человек становится очень жестоким и обращается, конечно же, плохо. Как мы видим среди звезд, например, рэпер Гуф, да, очень интересные, красивые женщины медленно, но верно были уничтожены и высушенные, да, как жертвы, еле-еле уносят свои ноги из таких отношений. И, конечно же, такой тип людей могут обещать многое, но это красный флажочек, нужно бежать. И другое – это склонение к сексу, когда у вас нет даже желания это делать. Абьюзер будет настаивать на том, что это нужно, это доказательство вашей любви, будто бы партнеру необходимо сделать
это все, да, всячески проявить любовь, а потом абьюзер может вас обзывать всякими разными словами, и это превращается в огромный концерт. Обратите внимание, если партнер переходит к серьезным отношениям быстро, что это значит? Зачастую, конечно, мы видим картину, когда мужчина не готов брать ответственность, а тут такое. Женщина может испытывать облегчение, найти партнера, который не боится говорить о семье, да? Но будьте настороже. Если он слишком быстро приступает к планированию совместного будущего, не дав себе времени узнать вас получше и стать ближе к вам, это может означать, что он хочет побыстрее вас упаковать и спрятать в свой шкаф. Важно замедлить развитие этих событий. Если он не отнесется с уважением к вашим желаниям, вероятно, впереди вас ждут проблемы. Чтобы не затягивалось видео, кратко скажу, есть такой маркер абьюза, да, когда вас запугивают. Он подходит к вам слишком близко, когда злится, кладет пальцы вам на лицо, тычет вас, толкает, преграждает вам путь или удерживает вас. Он говорит вам, что просто пытается заставить вас слушать. Он замахивается кулаком, нависает над вами, кричит на вас сверху или совершает любые другие действия, которые заставляют вас вздрагивать или ощущать страх. Он делает намеки типа «не стоит злить меня» или «ты не знаешь, с кем ты связалась». Он начинает рискованно вести машину или увеличивает скорость, когда это неуместно. Он может бить дверь, он может что-то бросать и попадать в вас, да, демонстрировать двойные стандарты. Он плохо относится к женщинам, он ведет себя с вами по-другому при посторонних людях. Также абьюзер может привлекать уязвимых женщин, например, намного моложе их, да, что такими молодыми людьми можно управлять, когда есть социальные разные уровни, когда стиль, образ жизни контрастирует очень сильно, да, и он может чувствовать себя лидером и чувствовать власть, что вы на него смотрите с обожанием, или, допустим, женщина может восхвалять этого мужчину как большого учителя или наставника. Хочется сказать всем, кто смотрит данное видео, что с вами все в порядке. И практически каждый человек сталкивался или сталкивается с абьюзивными отношениями, и ни у кого не было идеальных отношений сразу. Поэтому заранее не стоит сейчас огорчаться, расстраиваться, ругать себя за то, что вы выбрали не того партнера. Сейчас, я думаю, важно сконцентрироваться на том, что я могу сделать вообще для себя. Как я могу действовать иначе? Как можно вообще учиться коммуницировать с другими, чтобы отношения менялись? Потому что, как я вначале говорила, что абьюзивные отношения начинаются с маленьких насмешек, с обесценивания. И важно распознавать все эти моменты для того, чтобы дальше выстраивать более качественные взаимодействия, отношения. Да? Если вдруг вам интересно разобраться индивидуально, приходите, записывайтесь на сессию, и мы обязательно попробуем вместе поисследовать, что происходит в вашей жизни и как можно изменить ваши отношения к себе, к другим, и как сделать эту жизнь более качественной. Поэтому я с вами с удовольствием буду готова работать, мои двери открыты для вас. До скорых встреч! Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться, если вам понравилось это видео. И если где-то у вас откликаются какие-то мысли, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Я постараюсь ответить и отреагировать на ваш комментарий. Спасибо огромное.